Выгодные контракты, соглашения о сотрудничестве, десятки инвестпроектов. Летний амфитеатр Назрани стал центром притяжения для сотен предпринимателей и бизнес-сообществ. Сегодня в регионе свою работу начал 5-й юбилейный экономический форум и многопрофильная выставка «Деловая Ингушетия». На презентационной площадке представлена возможность республиканским предприятиям и организациям показать свое производство. Это способствует налаживанию межрегиональных взаимовыгодных связей, установлению новых деловых контактов и заключению соглашений. Свою продукцию на форуме представили около 200 предпринимателей, в том числе и зарубежные. Таким образом, форум уже выходит за рамки межрегионального. Репортаж Светланы Томовой. 5-й юбилейный экономический форум «Деловая Ингушетия-2018» начал сегодня свою работу. Он собрал руководителей различных министерств и ведомств, представителей коммерческих организаций и бизнес-сообществ. Последние, пожалуй, самые важные участники форума. Все они занимаются производством и поставкой строительных материалов, техники, сельхозпродукции, продуктов питания и народного потребления. Тем самым поднимая уровень малого и среднего бизнеса в нашей республике. Десятки ярмарочных палаток во дворе амфитеатра – своего рода предвестник экономического форума. «Деловая Ингушетия-2018» традиционно началась с выставки, которая оправдала звание многопрофильной. Свою продукцию представляют около 200 предпринимателей из ряда регионов России. В числе ингушских – завод по производству алюминиевых радиаторов. Отопительные радиаторы на заводе АТМ производят по итальянской технологии. Преимущество продукции – легкость, небольшие размеры, высокое рабочее давление, которое достигает до 105 градусов по Цельсию. Качеством, ценой можем конкурировать с другими производителями. Сегодня в России мы одни из лучших. Это не просто наши слова или догадки, а это говорит о том, что люди интересуются. У нас есть покупатели, и с России покупатели. И по СНГ тоже мы реализуем нашу продукцию. Свою продукцию представил еще один завод «РИАК» по изготовлению алюминиевых профилей. Предприятие в год выпускает около 7 тысяч тонн продукции. Завод уже поставляет профиль в Москву, Подмосковье, регионы Сибири и СКФО. Помимо всего прочего, предприятие готово изготовить профиль различного типа и в любом количестве по желанию заказчика. Мы на сегодняшний день готовы к сотрудничеству. И есть у нас очень хорошая сейчас площадка новая, которую мы в этом году запустили с новейшим оборудованием, которое позволяет нам производить очень хорошую конкурентоспособную продукцию. Как мы знаем, спрос на эту продукцию он очень высокий на сегодняшний день. Словом, каждый посетитель форума может не только ознакомиться с местной продукцией, но и приобрести ее. Гости из соседних республик договариваются с ингушскими предпринимателями о дальнейшем сотрудничестве. Немало заинтересованных и в молочной продукции региона. Самый крупный ее производитель в республике – молоко Ингушетии. У нас есть естественное молоко. Из этого молока мы производим натуральный продукт, без всяких добавок. Единственное у нас, что на заквасках, это сметана, сыр и кефир. А молоко у нас натурально, пастеризованное. Процентность 3,2 и 2,5% мы делаем молоко. Сыр тоже у нас бесподобный. Масло натуральное у нас сейчас есть, топленое масло у нас сейчас есть. Широкий ассортимент натуральной косметики на основе кавказских трав представили представители Северной Осетии. По словам представителей торговой марки, технологии экстракции трав и рецептуры косметических продуктов разрабатываются исключительно специалистами высокого профиля. Сейчас люди, в основном большинство, стали задумываться о том, чем они пользуются, что они покупают, что на полках лежит. Это очень важно, и мы понимаем это. И поэтому мы придерживаемся тех правил, что покупатель хочет качества. Мы его даем, поэтому мы в тренде. А вот представители бизнес-сообщества Дагестана представляют гибкий клинкер, или, проще говоря, гибкий кирпич. Его используют для облицовки фасада домов, декоративного украшения помещений. Долговечность – десятки лет. Такой кирпич морозостойкий и жаропрочный, чем и вызывает интерес у покупателей. Он сделан из глины и мраморной крошки. Еще краской покрывается мраморная крошка, железооксидный пигмент. На нее гарантия 15 лет. От 15 лет на выгораемость не выгорает. И чем он хорош, что он не ломается, ничего, устанавливается, монтаж очень легкий. В рамках форума прошло и пленарное заседание на тему перспективы социально-экономического развития Ингушетии в условиях новых подходов к экономическому росту страны. Председатель правительства Руслан Гагиев обратился к собравшимся приветственным словом от главы Ингушетии. Форум «Деловая Ингушетия-2018» – это
авторитетная дискуссионная площадка для обмена опытом, поиска решений и консолидации усилий представителей власти и бизнеса. Отрадно отметить, что с каждым годом растет популярность форума, расширяется его тематика, а деловая программа становится более многогранной. Предприниматели как республиканских, так и других субъектов Российской Федерации могут представить свою продукцию, прорекламировать ее и познакомиться с передовыми практиками реализации экономических инициатив. Программа форума направлена на обсуждение самых свежих проектов, актуальных вопросов экономики России. Думаю, что проведение таких мероприятий во многом способствует реализации наиболее перспективных экономических проектов, политики импортозамещения, инвестирования и развития инфраструктуры, а также вносит весомый вклад в социально-экономическое развитие регионов и в целом страны. С приветственным словом к участникам и гостям форума от имени министра России по делам Северного Кавказа обратился и директор Департамента инвестиционных проектов по делам Северного Кавказа. За годы своего существования форум стал авторитетной площадкой, способной консолидировать представителей делового сообщества, общественности и органов государственной власти для решения ключевых задач развития экономики Ингушетии. Форум предоставляет дополнительную возможность предприятиям региона продемонстрировать свою продукцию, расширить деловые контакты, найти новые направления для развития бизнеса. Республика обладает значительным потенциалом в развитии инвестиционной сферы. В регионе созданы все условия для успешной реализации проектов промышленности, сельского хозяйства и туризма. Гости форума «Деловая Ингушетия-2018» отметили значимость мероприятия, подчеркнули, что необходимо всячески поддерживать предпринимателей. Корпорация – это инвестиционный фонд, который дает деньги. Если говорить просто, без затей, мы можем давать деньги в капитал, мы даем также долгосрочные займы. Если говорить о процентной ставке и о сроках, они очень благоприятны, на наш взгляд. Мы даем сейчас займы до 15 лет под ставку 6%. Соответственно, если мы входим в капитал, то даем нашим партнерам, соучредителям, соответственно, выкупать нашу долю примерно же под ту же ставку. За последние годы России пришлось столкнуться с очень сложными экономическими и социальными вызовами. Однако в 2017 году в экономической жизни страны произошли изменения ситуации, когда двухлетний период спада сменился ростом. В текущем году руководством страны определен новый комплексный подход социально-экономического развития Российской Федерации на ближайшие годы. Этот подход должен обеспечить ускоренное развитие России в целом и, соответственно, каждого региона в отдельности. Наши коллеги с Северной Осетии и Кабардино-Балкарии были просто удивлены тем количеством участников, которые выставились. Они не ожидали, что у нас столько товаров, изделий и услуг, оказывается, что столько у нас всего производится. Конечно, я не хочу преувеличивать все это. Нам по факту надо в несколько раз нарастить объемы. Нам надо выйти на максимально возможный уровень, хотя бы на 80% обеспечить себя товарами и услугами собственного производства. Вот этот показатель, к которому мы должны стремиться. А так все хорошо. Самых успешных и добросовестных предпринимателей наградили грамотами главы Ингушетии. В этом году впервые деловую Ингушетию посетили представители бизнес-сообщества Индии и Китая. Они отметили, что главная цель – знакомство с инвестиционным потенциалом региона. Я хотел здесь начинать производство по офтальмологическому оборудованию и дальнейшие фармацевтические препараты тоже. Вот для этого и еще на это 5-я деловая Ингушетия я специально приглашен, и я рад, что я приехал. Эта площадка мне еще более возможности показывает. И деловое сотрудничество с другими регионами тоже это возможно. Есть многими уже знакомства предпринимателями там вот. Надеюсь, все это к пользу пойдет. Мы через свою палату будем тесно сотрудничать путем привлечения иностранных инвестиций, это непосредственно из Китая. Интерес в этом у региона есть, я ощущаю это на встречах. И я благодарен руководству региона и благодарен организаторам, потому что без таких подобных мероприятий, конечно, не найти
общей точки соприкосновения, в том числе и с иностранными инвесторами. В рамках 5-го экономического форума «Деловая Ингушетия-2018» подписаны инвестиционные соглашения между муниципалитетами и инвесторами. А значит, регион ожидает новые бизнес-сотрудничества и новые проекты в импортозамещении. Светлана Томова, Майрбек Миржоев. Новости 24.